хлеб и овощи, разводили скот, пекли хлеб, принимали насильственную христианизацию, ходили на войны, выясняли классовые отношения, переживали так называемое раскулачивание и высылки, участвовали в коллективизации, строили новую жизнь. Частые пожары, голод, комбедовские налеты, конечно же, не способствовали спокойному и устоявшемуся быту. Из старых домов сохранилось немного, и уж почти совсем не сохранилось предметов крестьянского быта и национальной эрзянской культуры. Тем не менее, энтузиасты-собиратели не складывают руки, тем более, что создание такого музея-центра эрзянской культуры было встречено в селе с пониманием и с радостью. Задача стояла такова, чтобы собрать экспонаты. Много экспонатов у нас на крыше от матери, от отца оставались. Я все привез, значит. И потом по селу прошелся, с людьми поговорил, и людям это все понравилось, начали приносить. Дети, приходящие сюда, видят впервые настоящую деревенскую печку, часы, ходики прошлого и позапрошлого веков, многие предметы быта и обихода крестьян Эльзы. А в сенях можно увидеть маслобойки, которые в XIX веке были в каждом доме. Емкости для круп и зерна соседствуют здесь с орудиями обработки земли, предметами утвари, связанными с приготовлением и разливом браги. Даже люльку, в которой провели первые месяцы своей жизни многие пекшенцы, сегодня тоже не встретишь ни в одном доме. А ведь это уже почти столетняя история. Это тоже часть биографии, пусть малого в масштабах Нижегородской области, но целого народа. Как сказали о том, что будет музей здесь, я, конечно, очень довольна, и мы восприняли это с энтузиазмом и стали приобщаться к этому труду, объявили всем людям пекшенским, и бабушки там, старенькие все, стали кое-что приносить сюда. Вот. Мой муж, Василий Никифорович, ездил везде, со всеми разговаривал, и у всех что-то нашлось, у всех что-то нашлось. На чердаках, вот, старые вещи, и думаем, что они должны здесь нам, музей должен быть такой хороший, и старина, и времен 60-х, 70-х годов. Ну и как мы восприняли? Потихоньку с ним начали заниматься. Люди приносят экспонаты, мы им их там обрабатываем, вешаем и смотрим, как бы все было красиво. Думали, что вначале не получится музей, но он у нас получился. И думаю, что очень хороший. Жители села частые гости в этом деревянном доме. Вот и на этот раз они собрались сюда, когда мы снимали программу о местном фольклорном ансамбле «Чилисема». Кстати, наверное, уже только здесь можно увидеть что-то из сохранившихся костюмов крестьян и, конечно же, настоящее произведение искусства, в которое одеты пекшенские пивуньи. Кстати говоря, как пишет один из исследователей мордовского народного костюма, костюм занимал не последнюю роль в сельских и семейных обрядах, являлся гарантом морально-этических устоев, был определителем семейного и социального статуса носителей его возрастной категории, показателем мастерства и богатства. Теперь новообразованный Пекшенский музей принимает туристов, приезжающих в Большеболдинский район. Их здесь почуют пирогами, хлебом, солью, солеными грибами, калеными яйцами, картошкой, запеченной в печных углях, и, конечно же, эрзянскими мелодичными песнями. Огромный замок был изготовлен в городе Павлово, и он попал в Книгу рекордов Гиннесса. В его изготовлении принимали участие